Сегодня я попытаюсь соединить вместе некоторые вещи, которые, в общем, могут показаться совершенно разрозненными. Вот. И буду действовать примерно по принципу не совсем дескриптивной, скажем так, описания истории, но примерно по принципу книги «Белая богиня» Роберта Грейвса. Если вы такую книгу не читали, очень рекомендую. То есть некоторые исторические факты буду пытаться привязывать к своей мифопоэтической концепции, связанной с идишем, историей идиша. Вначале пару слов о том, что вообще в разных культурах язык, речь, слово ассоциируются с женским началом. Это прослеживается в течение многих тысячелетий в самых разных местах. Например, в Ведах фигурирует богиня Вач. Само слово Вач, там, точнее с длинной буквы гласной А, это накоренное латинскому vox, то есть, собственно, голос. То есть это богиня, которую зовут голос. Богиня речи, мудрости и красноречия. Она же идентифицируется с Сарасвати, с великой рекой, как бы, которая обтекает весь мир, и женой Брахмы, то есть Творца, Бога-Творца. Функционально, как мы увидим, на эту тему я не буду сегодня углубляться в эту тему, но кто разбирается в индуизме и интересовался каббалой, в принципе, Вач – это фактически Шхина. То, что в каббале называется Шхиной. В древней египетской традиции Сешат, значит, супруга и женский аспект Тота, это богиня литературы, мудрости, наук и так далее. То есть, в общем, тоже достаточно похожая по функциям с Вач. То есть, опять же, язык, наука, мудрость ассоциируются с женским началом. В некотором плане Мнемозина, особенно как ее орфики толковали, греческая, значит, мать Мус, которая открыла способ рассуждать, определила для всего сущего порядок названий, то есть богиня, которая определяет вообще дискурс, язык, структуру языка. И что интересно, в исламской традиции, хотя мы знаем, что ислам это строго монотеистическая религия, в Коране фигурирует мать книги, значит, которая также называется хранимая скрижаль. Аллах аль-Махфуз. То есть, значит, скрижаль хранимая, это божественное знание, это первая книга, как объясняют суфи, это всеобщая душа неоплатоников, которые еврейские неоплатоники идентифицируют, опять же, со Шхиной. Первоисточник всех священных писаний, как бы изначальный Коран, который был не человеческим Кораном, а вот каким-то таким протекстом, который проникает во все мироздание и его оживляет, называется матерью книги. То есть, опять же, даже в исламской традиции мы находим вот эту вот связь женственности с языком и с книгой, знанием и мудростью. Есть замечательная книжка Sonic Theology, которую я когда-то купил, живет тогда в Нью-Йорке, Гая Бека, специалиста по индуизму, о том, как, значит, в индуизме сам звук, музыка, звук, интонация и язык представляется как бы проистечением божественной энергии в этот мир. В этой книге тоже очень много говорится вот о богине Вач и о том, что как бы женское начало, вот, божественное женское начало ассоциируется с голосом, с языком, со словом, с буквами и так далее, с мантрами. В каббале, если мы сравним, я не буду все первоисточники цитировать, их огромное количество, но, в общем, общее для каббалистических традиций концепция в том, что 22 буквы еврейского алфавита выражают нисхождение божественных сил сферы Малхус, которые, в общем, в некотором смысле есть Шхина, это последняя из 10 сферот, сферос по-ашкеназски.
которые ассоциируются с женским началом, с материнским, значит, с женским, как бы, в разных аспектах она то мать, то жена, то дочь, то, ну, в общем, как бы разная женская фигура. И 22 буквы – это ее как бы одеяние, это разные ее силы, которые не сходят в этот мир и оживляют все во Вселенной. Соответственно, в хасидской традиции, которая идет несколько дальше в детали, и в какой-то мере уже в лурианской, то есть в учении Ицхака Лурия, буквы речи коренятся в буквах мысли, буквы мысли в сущности самой души. И вот эти вот буквы сущности души, это и есть проявление Малхус, то есть проявление Шхины в человеке. И подобно тому, это очень интересно, хасидская мысль, которая есть в хасидизме Хаббат, подобно тому, как человек своей речью, для чего нужна вообще речь? Для того, чтобы передать какую-то мысль или какую-то эмоцию другому человеку, да, или другим людям, то в духовных мирах буквы служат для того, чтобы Шхина передала вещам, сотворенным вещам, существование. То есть Шхина, она не просто передает как бы информацию, она создает вещи, создает и поддерживает перманентно мысль, чувство и вообще все, что в мире происходит. То есть речь в данном случае не просто передает кому-то мысль, но этой мыслью заново перманентно создает вообще все, что происходит. Само слово язык, есть два слова, да, в древнееврейском языке, есть лошон, есть софу, да, софа на современном иврите. Второе слово означает губы и язык тоже как средство общения. У этого слова такая же гематрия, как у слова шхина, 385. Эта тема обыгрывается в Кабале, что язык и есть, в общем, проявление шхины. Святой язык – это божественная речь, которая перманентно творит заново каждое мгновение всю Вселенную. И священный язык, то есть древнееврейский, считается, что это как бы в нем, в грамматике, во всех деталях этого языка, поскольку это язык, которым по традиции, как утверждается, Всевышний сотворил мир, содержится особый метод комбинирования букв таким образом, что Шхина творит вот мир, как он есть, в деталях. Поэтому для каббалиста очень важно знать грамматику древнееврейского языка, потому что вот это особый язык, через который можно постигнуть, каким образом Шхина проявляясь в этом мире, творит, оживляет, одухотворяет все, что существует. Средневековые каббалисты говорят, что человеческие языки, вслед за еврейскими перипатетиками, в частности Маймонидом, согласны с последователями Аристотеля в том плане, что человеческие языки, помимо священного, который пишется другими алфавитами, вообще просто созданы людьми, и вот этой особой божественной силой не обладают. Здесь мы обратим внимание на то, что если они пишутся другими алфавитами, еще в XII веке знаменитый каббалист Авраам Абулафия, испанский каббалист, толковал слова и фразы на разных языках, включая даже, если я не ошибаюсь, баскский, эзотерически, записывая их еврейскими буквами. То есть вот мы записываем язык еврейскими буквами, начинаем там считать числовые значения, как бы его этим переносим в сферу священного языка, и вдруг оказывается, что этим действием мы тоже можем толковать и находить некий таинственный смысл в других языках тоже. Вообще говоря, существует такой парадокс, что с точки зрения особенно хасидов, но и каббалисты до хасидов об этом говорили, на священном языке говорится об обыденных вещах запрещено. То есть по-древнееврейски можно молиться, можно писать книги священные, но просто так. Тот же самый Маймонид был против того, что поэты пишут любовные стихи, любовную поэзию на древнееврейском.
что делали очень многие сефарды в его время, он прямым текстом говорил, что, ребята, надо такие вещи писать по-арабски. Потому что древнееврейский для этого не годится. Вот. Книга Зохар, с другой стороны, базовая, да, как бы базовая, одна из самых важных библейских книг, написана на арамейском. Почему на арамейском? Потому что арамейский – это язык промежуточный. Промежуточный, занимающий особую позицию между священным языком и прочими, поскольку он тоже еврейский и тоже особенный. На нем написан Талмуд, на нем написан сам Зохар, и на нем написана часть Танаха. Танах, как мы понимаем, это священное писание. Пророчество Эзры наполовину написано по-арамейски, следовательно, арамейский – это язык непростой. Он тоже святой. Это, как правило, это объясняется так, что с точки зрения нисхождения шхина, арамейский язык представляет собой как бы либо внешнее одеяние шхина, либо, фигурально выражаясь, вид шхина сзади. То есть вот бывает лицо шхина, арамейский это шхина, но шхина сзади. Ахураим де Малхус, то есть задняя сторона сферы Малхус. Буквально так. Вообще говоря, вот этим тоже Каббала весьма и весьма похожа на индуизм, с которого я начал разговор, что, в общем, терминология и символика, она очень такая вот привязанная, в общем, к тому, что в этом материальном мире происходит между мужчинами и женщинами. Так что, ну вот туда, задняя сторона. Теперь мы поговорим об идише. Немецкий еврей Ошер бен Яков в своем арамейском словаре 1290 года, там подписано в каком году, составлен на основе более старого словаря под названием Арух, созданного итальянским раввином XI века, более ранним. Это сокращенный вариант, в котором много его личных комментариев, там на полях, и он, ашкеназский язык, то есть древний идиш, свой германский язык, на котором он говорил, называет регулярно наш. То есть вот этот язык наш, лешонейну, лошен ашкеназ, а романские языки, древнефранцузский, древнеитальянский, он называет лаас, то есть буквально чужими. Собственно говоря, почему, вот откуда мы видим, что в 13 веке уже возникла ашкеназская традиция отсчитать идиш или протоидиш, то есть германское наречие евреев, своим. Вот это наш язык. Несмотря на то, что 13 век, это, в общем, это было уже после почти всех крестовых походов, как раз через год после этого мусульмане отвоевали окончательно Святую Землю, и как бы на этом крестовый поход закончились, но время было тяжелое. А были какие-то другие тогда существовавшие там древние еврейско-итальянские языки? Были. И их всегда называли лаас. Лаас это буквально чужой язык. Значит, и еврейско-итальянский, и еврейско-французский называли чужой лаас, а арабский называли просто арабским. То есть его считали тоже как бы нормальным своим языком евреи арабских стран, но не называли вот это наш язык. Просто вот это арабский. А ладина тогда не было никакого. А скорее всего, значит, евреи тогда языком сефардов был арабский. И по-испански, испанский считался таким вернакулярным языком, на котором, в общем, культурные люди не говорили. Ладина возник гораздо позже. То есть, в принципе, до изгнания евреев из Испании в 1492 году, в общем, нету никаких признаков, что еврейский вариант испанского как-то заметно отличался просто от испанского. То есть ладина стал развиваться гораздо позже. А идиш в 13 веке у нас есть уже двустишие 1272 года, где мы видим, что слова отличаются там. В двух строчках уже присутствует семитская лексика, то есть язык был отличным от немецкого языка, на котором говорили христиане. И в том же 13 веке, несмотря на вот это вот все, там погромы,
жуткие вещи, которые творились в Германии во время крестовых походов, язык все равно наш. Тут есть несколько интересных гипотез, и вот я выскажу гипотезу, которая может, вот Женя, кстати, мы ее обсуждали, уже гипотеза, которая немножко радикально кому-то покажется, но мне кажется вполне логично. Многочисленные документы свидетельствуют о том, что с 19 до 13 века в Европе было достаточно много прозелитов. С 9 до 13 века включительно. Несмотря на то, что христианские власти карали за вероотступничество, процесс, мы знаем, что были евреи, которые крестились, ассимилировались, но при этом американский историк Норман Голд, который эту тему раскапывал в Каирской Генизе, обнаружил, что постоянно фигурирует тема прозелитов. Потом другие исследователи стали это копать. Оказывается, что в респонсах раввинов XI-XII века абсолютно нормальным считалось, что вот мы обсуждаем какую-то историю там о немецком, о немце, который принял иудаизм в XI веке, о каком-то, значит, есть анекдотическая история к Рабейну Таму, знаменитому ашкеназскому раввину, жившему во Франции в XII веке, поступил вопрос о том, что некая еврейка, которая развелась с мужем, убежала к своему любовнику, с которым уже у нее были отношения, христианину, крестилась, с ним повенчалась, а потом его утащила обратно в еврейскую общину, и он принял иудаизм. Возник вопрос, можно ли им поставить хупу. Почему? Потому что, вообще говоря, хупу с любовником ставить нельзя, не положено. А Рабейн там сказал, что поскольку это были отношения с неевреем, хотя теперь он принял иудаизм, то это был не совсем вот классическое прелюбодеяние, потому что классическое прелюбодеяние – это когда любовник тоже еврей, поэтому можно. Этот вопрос буквально повторялся в тот период, в другом месте, я не ошибаюсь, в Бонне ровно такая же ситуация возникла. Возникали ситуации с тем, что кто-то когда-то, непонятно как, вот какой-то немец принял иудаизм, и решалось там, что с ним делать, ответ был, ну надо его в микву еще раз вкурить. То есть вот есть много, в общем, респонсов, которые касаются мужчин, и много есть оснований считать, что женщин было гораздо больше, то есть, скорее всего, на порядке, которые иудаизм принимали и интегрировались. Я не говорю, конечно, я не пытаюсь конструировать какой-то вот германский вариант хазарской гипотезы, я не говорю, что прямо их было очень много, но видимое количество, заметное количество было, в общем, женщин местного происхождения, которые принимали иудаизм. В том числе мы это видим из буллы Турбата Корды папы Клементия IV и Григория X, которая была написана в 1267 году и подтвержденная в 2074 году. Значит, оба эти римских папы жаловали, что в немецких землях многие христиане, по их словам, принимают иудаизм, и поэтому христианским служанкам нельзя служить в еврейских домах, и за это нужно отлучаться от церкви. То есть это была конкретная проблема, что вот еврейские служанки работали у евреев, раз, и, значит, какой-то молодой человек их обращал в свою веру, и на ней женился. То есть, дальше, классик ашкеназской традиции Иуда Хахосид в книге Сефер Хасидим, написанной в XII веке, это практическое руководство для ашкеназских евреев своего времени. Прямым текстом говорит, что лучше жениться на прозелитке с хорошими манерами, нежели на врожденной еврейке с плохими, потому что такой брак станет залогом богобоязненного потомства, что это хорошо. Прямое указание мы находим, и есть недавно, несколько лет назад, провели исследование на еврейском кладбище Эрфурта, генетическое, там получили разрешение даже от раввинов исследовать зубы покойных евреев. Выяснилось, что у ашкеназов XIV века было две группы. Две подгруппы. Одна перемешанная сильно с западными и южными европейцами, а другая с славянами.
И, судя по генетическим данным, как раз по материнской линии в основном европейцы. А по отцовской действительно ближневосточные предки. Не совсем, там тоже где-то на треть перемешано. То есть мы видим, что было какое-то заметное количество людей, для которых, собственно говоря, идиш, прото-бирманский язык, который стал идиш, был действительно родным. Это был действительно язык какого-то заметного числа матерей. Что получается? Что получается, если даже мы говорим там о каких-то в каждом поколении нескольких процентах, небольшом количестве притока вот этих вот женщин, получается интересная картина. Переходить на какой-то другой язык, то есть вот бросать язык, переходить на язык местного населения, это как-то странно и постыдно считать его своим, если это происходит в результате ассимиляции и смешения с другими народами, исчезновения в этом народе. А если происходит процесс, когда какое-то заметное количество публики из местного населения тайно принимает веру самих евреев, то получается, что это круто. С еврейской точки зрения, смотрите, что к нам вот тайно, несмотря на то, что за это могут сжечь на костре, там, значит, прикидываясь, что они были урожденными еврейками, в каждом поколении там появляется то целая деревня. Есть такой документ, что крестоносцы вырезали в Германии целую деревню прозелитов. То еще что-то такое происходит. То есть, смотрите, это действительно наш язык. Почему? Потому что вот круто. У нас такие люди встречаются, у которых это действительно мама лошадь. Я ни в коем случае не утверждаю, конечно, что этимология фразы «мама лошадь» каким-то образом связана с вот этим вот процессом, который происходил очень давно, в 9-13 веке. После 13 века действительно христианские власти стали карать целую еврейскую общину за хотя бы один случай совращения, как это называлось, в иудейскую веру, то есть после этого как бы все. Но вот в раннем Ашкеназе такие вещи творились. Мне кажется, что в общем вот этот вот приток женщин, и что это было круто, смотрите, что иудаизм сам себя оправдывает тем, что к нам приходят. И приходят люди, говорящие на языке Ашкеназа, и становятся матерями, и у них вот рождаются такие вот семейства замечательные. Это могло повлиять, в общем, на отношение к идишу как к крутому языку, который вот символизирует то, что иудаизм – это религия побеждающая. А не просто как бы, не только притесняемая, но в какой-то мере побеждающая. Это, опять же, моя гипотеза, и, опять же, я не утверждаю, что таких вот было уж совсем уж много, но заметное количество примеров. Вот, к чему я это говорю, мы еще увидим. Дело в том, что тема того, что идиш каким-то странным образом связан с концепцией привлечения всего мира к иудаизму, встречается в том числе и в хасидизме. Она в ашкеназской кабале постоянно циркулирует. Может быть, это тоже не случай. Вот. Но это как бы вот некая социолингвистическая гипотеза, моя личная. Мне кажется, что в этом что-то есть. Дальше мы уже говорим, собственно, о отношении к идишу как языку не просто нашему, но в какой-то мере священному. И по мере превращения, дистанцирования идиша от немецкого, эта концепция все более и более эксплицируется и радикализируется. Ильёгу Лоанц, Вормский Балшем, вернее, один из двух вормских балшемов, было два каббалиста, у которых была репутация чудотворцев, их обоих звали Ильёгу, оба они жили в Вормсе примерно в одно и то же время, и оба слыли вот такими вот великими чудотворцами, которые, видимо, основали движение скрытых каббалистов в истории. Хасидская традиция приписывает создание вот этих вот кружков скрытых каббалистов другому ворскому балшему, которого тоже звали Ильёху, там не совсем понятно, но в общем один из основателей каббалистических кружков вообще в Германии, Ильёгу Лоанц, писал субботние гимны
на древнееврейском и параллельно на идише, явно моделируя их по образцу того, как читают, скажем, читают пятикнижие в оригинале, а потом арамейский Таргум, перевод. Да? То есть для него как бы идиш играл роль нового арамейского, нового языка, который достаточно святой для того, чтобы в субботу на нем читать гимны для мужчин и для женщин. Он нигде ни словом не упоминает, что идиш это какой-то вот только женский язык. То есть уже тогда, книга была издана в 1599 году, уже появляется концепция, выраженная известным крупным каббалистом, что идиш это вот такой язык, на котором, святой по-своему, как бы новоарамейский, можно сказать, если мы говорим о каббалисте, представляем его мировоззрение внешним, бытовым, домашним одеянием шхины. То есть древнееврейский это как бы вот шхина, некое более внутреннее одеяние, более внешнее, более домашнее, более, так сказать, простое одеяние шхины, это, собственно, идиш. Вот, посмотрим одну из страниц его гимнов. Сверху там древнееврейский, а в середине, как мы видим, старинный идиш. В середине он там говорит «Un ruht bei uns die heilige Schchina, wenn wir dem Schabe sein Recht und Zina. Und Gott ruft die Engel Schor, gut und böse sein Опор» и так далее. То есть и у нас между нами почиет святая Шхина, когда мы справляем Шаббос, и Всевышний вызывает двух ангелов, одного, значит, доброго, другого злого, которые нас сопровождают, когда мы идем домой из синагоги. Да, известная история, что в субботу провожают вот эти два ангела, которые потом соглашаются, да, что если человек подготовился правильно к субботе, они его благословляют. Дальше говорится о том, что суббота сама это Басшева, то есть Шхина. Басшева была, кстати сказать, кем? Басшева была хитянкой, нееврейкой, которая стала женой царя Давида. То есть опять вот возникает тема прозелитизма, непонятно откуда, но в общем есть такая традиция, что суббота это царица, суббота это Батшева, жена царя Давида. То есть мы представляем себе эту картину, что какие-то евреи пели вот такую вот вещь на идише про Шхину, встречая царицу субботу, которая есть Шхина, когда их жены зажигали субботние свечи, а жена тоже на самом деле отражение Шхины, то есть такой вот. В общем, складывается определенная интересная картина. Дальше в 17 веке появляется очень интересная серия книг, написанная Ехилом Мехлом Эпштейном, крупным, крайне популярным каббалистом 17 века. Почему крайне популярным? Потому что его книги читали все фактически люди, которые интересовались каббалой. В хасидских домах она была крайне популярна, ее цитируют. У нас в Питере, я помню, в Малой синагоге в 90-е годы, когда много там стояло старых книг, я видел несколько экземпляров Кицур Шло, основного сочинения этого раввина. Кицур Шло, оно как бы якобы это сокращение книги Шло Шней Лука Забрис, знаменитого пражского каббалиста Ишая Хоровица. На самом деле это его собственное сочинение, которое как бы он начинает говорить, исходить, значит, из самого Шло, но потом туда вставляет собственное рассуждение. Книга удивительно богатая фольклором. Там есть, например, потрясающий обряд описан, как провожать в путь путешественника, который идет в другой город, чтобы его не ограбили, чтобы на него не напали волки. Обряд включает то, что нужно согнуть монету около мезузы, чтобы с этой гнутой монетой, эту гнутую монету в другом городе отдать на милостыню.
И поскольку этот самый человек, он идет, выполняя заповедь, то ему не повредят там ни грабители, ни звери. По дороге делаются дополнительные обряды, читаются магические формулы. Нужно себе представить, визуализировать, что рядом с ним идут ангелы. Значит, один ангел, обнаженный с мечом справа, если я не ошибаюсь, там такая картина. Другой в доспехах с пикой слева. И, значит, тогда разбойники вот это вот увидят и испугаются. Потом там тоже, значит, обряд от волков, тоже удивительный, нужно там повернуться по дороге там какое-то количество раз, то есть, ну, вот потрясающие такие вот вещи. Много фольклорных вещей, много заклинаний, то есть магии. Очень интересная книга. Автор этот был саббатианцем. Считал, шаббатает цви, шабсает цви, Машиаха. Тайным, в общем, ну как сказать, тайным, в первых изданиях Кицур Шло, в его предисловии он выделяет специально фразы Машиаха Амитя. Значит, когда идет вот такое вот выделение знаком Гершаем, это означает, что человеку, который разбирается, нужно сложить гематрию, числовое значение этой фразы, и подумать, что это значит. И вот он 2 раза повторяет Машиаха Амитя, что когда придет настоящий Машиах, Машиаха Амитя, и удостоимся дней Машиаха, Гемойца Машиах. Обе эти фразы, значит, их числовое значение равно Шабсайци. То есть, как бы, понятно, но поскольку он был очень популярным каббалистом, и его книга получила массу апробаций других каббалистов и знаменитых раввинов, это дело простили, просто убрали нафиг вот эту вот фразу с его более предисловием. Да, цензурировали, и, в общем, книга популярна по сей день, очень популярна. Так вот, в 1679 году вышел его молитвенник на идише, предназначенный даже для религиозно образованных мужчин. В принципе, после этого таких прецедентов не было. Эпштейн был в этом плане радикален, он считал, что лучше молиться, в том числе и раввину, на языке, который твой родной, который ты понимаешь, нежели на древнееврейском, который, может, конечно, и крутой, но если ты каждое слово не понимаешь, то такой молитвы ты только злишь Бога. Поэтому лучше молиться на языке, на домашнем языке, в том числе и мужчинам. В самом Кицур Шло есть там тоже молитвы, он, например, вообще не приводит нусах текст видуя, то есть покаяние перед Всевышним Йом-Кипур на древнееврейском он приводит только на идише, потому что считает, что вот этот текст, когда ты исповедуешься перед Богом, надо говорить на том языке, на котором ты думаешь, то есть на идише. Это вот, который грешили мы вот этот. Да. Он этот текст вообще приводит только на идише, в деталях, потому что считает, что вот такую интимную молитву нужно произносить на том языке, который для тебя родной, на котором ты думаешь. И эту тему он продолжает. Он один из немногих авторов, которые в качестве серьезных раввинских цитат цитируют книги, популярные женские книги на идише. По крайней мере, Лев Тов, есть такая книжка. Он ее цитирует как серьезный источник, что, в общем, довольно редко. То есть он ставит литературу, религиозную литературу на идише в один ряд и на один уровень с древнееврейской. И эту тему продолжает в своем молитвеннике, ее расписывает, говорит, что, в общем, Лошон Ашкеназ, он равен. Молитвы на этом языке, они равны по силе классическим древнееврейским. Очень интересно перемешивает 3 языка, специально это делает. Вот, например, он говорит «вен», «мецуминка», понятно, это старинный идиш, там синтаксис, западный идиш, синтаксис больше похож на немецкий, чем современного идиша. «Вен», «мецуминка шулангейт», «азой», «золмен», «азой зол», «хинейнин», «мазмен», Эсраглей, Лявойдос Бойри, Мелах Малкам Лохем, Кодыш Бороху, Лейспалам Минхал Майров, когда Ильяхат Ашхина, Макодыш Бороху, Бедрои Смойлу, Башем Колосров. Автаич, Зомана Зажила. До Брейтах он майне фис,
Schon zu gehen zum Dienst meinem lieben Башефер, der до измелов Малхем, Лох Маходыш Боруку. То есть он рекомендует, когда человек идет молиться в синагогу, вначале произнести каббалистическую фразу, что я собираюсь молиться, чтобы соединить шхину со Всевышним, со стороны левой руки, именем всего Израиля. Весь Израиль в данном случае имеется в виду в его личном контексте, никто иной, как Шабцици, то есть Мессия. Формула, кстати сказать, вот в такой саббатианской формулировке, она довольно-таки похожа на, как бы, извиняюсь, во имя Отца и Сына и Святого Духа, потому что концепция в том, что вот для саббатианца, которым он был, нужно мысленно соединить шхину, женское начало, как бы, которое в Кабале считается Руха Койдыш, Святым Духом, со Всевышним через Сына. Через весь Израиль. Что такое весь Израиль? Это Мессия, который олицетворяет собой весь Израиль. То есть, ну, ему это, я говорю, простили, несмотря на то, что человек был вот такой вот. Считал, уже когда Шабцици перешел в ислам и скончался, все равно он его считал машехом. То есть, был как бы специальный человек такой, идейный. А почему с левой стороны? Потому что в Кабале есть концепция как бы левого ихуда и правого ихуда. Она немножко напоминает тантрическую концепцию, как бы тантра правой руки, левой руки. Там разные техники объединения шхины со Всевышним. Но в общем, он вот так вот лихо перемешивает арамейский, древнееврейский и идиш, чтобы эти языки приравнять. Явно делает это специально. Есть исследование Ива, где его считают протоидишистом и одним из инициаторов вообще идишизма, потому что его вот этот молитвенник был весьма популярным. Его расхваливали и в Польше, и везде, что вот это прекрасная вещь, полезная для всех, в том числе и для раввинов, потому что можно на простом еврейском языке там, значит, комментарии написаны, даже если ты понимаешь древнееврейский, арамейский, ну как бы вот когда это написано на том языке, на котором думаешь, в этом есть особая святая сила. Дальше эта тема, вот эта вот книга, она, как я сказал, уже была популярна у хасидов. Когда возник хасидизм, одновременно в Восточной Европе уже у евреев начинает пробуждаться национальное сознание, то есть понимание того, что ребята, вот румыны говорят по-румынски, у них свое национальное движение, там, значит, украинцы говорят на украинском, белорусы на белорусском, то есть начинаются какие-то национальные движения в Восточной Европе, а у нас свой язык, ну вот это вот свой язык, который... наш национальный язык идиш. И у хасидов это радикализируется и концептуализируется очень интересно. В частности, у Алтер Ребе, как называют его хабадники, основателя хасидизма Хабад, Шнeur Залман Изляд, в книге Тойра Ор, его классическом комментарии к пятикнижию, он говорит очень интересную вещь. Значит, объясняет он, что чем отличаются кирпичи от камней. Кирпич – это искусственный камень. Если правильно обжечь кирпич, он такой же прочный материал, как натуральный камень. Соответственно, хотя древнееврейский язык – это вот примордиальные камни, созданные Всевышним, когда евреи изучают Тору на других языках и принимают на себя, значит, когда читают молитву Шма, мысленно принимают на себя мученическую смерть, то есть представляют себе, что они готовы умереть во имя Божие, этим они сжигают искры святости, содержащиеся в других языках, и превращают их, трансформируют в лошен койдыш, святой язык. То есть святой язык вот так вот разрастается, как башня. Он сравнивает это с Вавилонской башней, но наоборот. То есть с Вавилонской башней, как она
могла бы быть, если бы она строилась во имя Всевышнего. То есть, как мы знаем, поскольку она строилась не во имя Всевышнего, то привела она к разрушению единого языка, и все, значит, народы стали говорить на разных языках. А вот Вавилонская башня наоборот, это когда во имя Всевышнего другие языки превращаются в святой язык. Он там напрямую уже говорит, подобно тому, как мы говорим на языке Лаас. Тут, кстати, интересно, он говорит не Ашкеназ, а Лаас, то есть как мы говорим на другом языке. Этим мы его поднимаем в святость, и приводит он вот какую фразу. «Легол Исраэл, эло выходит в коих, алоэ шаайн лошен, лошен акоиш». Евреи были изгнаны, рассеяны по всему миру для того, чтобы добавить силу и поднять 70 языков народов мира на уровень святого языка. Прикол тут в том, что это парафраза известной фразы из Талмуда о том, что евреи были отправлены в изгнание, в рассеяние для того, чтобы к ним присоединились прозелиты. То есть Алтер Ребе, вот где он это взял, нам интересно, но в общем у него была такая вот традиция, что идиш, ну и вообще в принципе еврейские языки, еврейские варианты языков, на которых изучают Тору, это языки, которые совершают метафизический гиюр всей Вселенной, то есть притягивают к себе все, что есть, все народы, каким-то образом к иудаизму. И перефразирует вот эту фразу. То есть вот он прямым текстом говорит, что идиш – это метафизический гиюр Вселенной. Дальше у Алтер Ребе был сын, Митл Ребе, Довбер Шнеуля, у которого, значит, один из его учеников был Веленики Ребе строил из Веленика, другим учителем которого был Раб Мотл Чернобылер, то есть Веленики Ребе, представлял одновременно традицию Хаббада и традицию чернобыльского хасидизма, жил в первой половине XIX века, и в своей книге Шерес Исраэл написал одну из, наверное, самых радикальных идишистских вещей, которые мы сейчас прочитаем, а про Алтер Ребе я забыл добавить. В общем, если внимательно прочитать, как он описывает идиш. Идиш это еще и, тогда он еще и концептуализирует, он упоминает идиш, но говорит, что это касается любого языка, который евреи поднимают в святость, изучая на нем Тору, и трансформируя его в свой язык. Он говорит, что это есть не что иное, как поднятие шхины. То есть опять тема шхины, языка там прямым текстом присутствует. И что мы читаем у Веленики Ребе? У Веленики Ребе есть целый маймар, целое, значит, каббалистическое рассуждение, дискурс на тему идиша. Он говорит, что лошен ашкеназ принятый между нами, то есть для него как бы все-таки немецкий это тоже лошен ашкеназ, но который принят у них, а вот наш лошен ашкеназ, вначале он рассуждает о том, что в некотором смысле он даже выше арамейского, он более святой, чем арамейский, и можно его сравнить с пароихисом, вот как бы пароихисом, покровом, завесой, которая отделяет в синагоге свиток Торы от самой синагоги, то есть завесой от святости, между святостью одного уровня и святостью другого уровня. То есть это завеса, которая разделяет между святостью самой Торы и языками народов мира, то есть это нечто промежуточное и обладающее своей святостью. Более того, как он слышал от своего учителя, имеется в виду Раб Мотл Чернобыля, что в его видении, считается, что Раб Мотл Чернобыль был провидцем, который путешествовал в других мирах и общался там в том числе и с душой Мессии, что на небе собирают органы метафизического тела Мессии с помощью идиша. То есть, когда евреи учат Тору на идише,
Именно этим, он говорит, вот именно этим собирается метафизическое тело Мессии для того, чтобы лахвойсов брура леколга амим лекройкулам бешамашем, то есть чтобы в мессианском мире был ясный язык для всех народов, и все народы служили бы Всевышнему, пришли бы ко Всевышнему. То есть вот опять же приходит эта вот тема радикального преобразования мира, когда все в мире, значит, обратятся к иудаизму. Связано это с идишем и с мистическим телом Мессии. Он не совсем эксплицирует каббалистическую терминологию, но я вам объясню, что такое метафизическое тело Мессии. Это Кнесес Исроэль, то есть это собрание душ народа Израиля. В Каббале это не обязательно евреи в прямом смысле слова, это могут быть и потенциальные прозелиты тоже, про это говорит Ребе Нахман. То есть это некое собрание душ, связанных со Всевышним. И это точно, как бы, можно спорить, как это связано, но в общем это понятие, то же самое понятие, что экклесия в христианстве, но понятое по-иудейски, каббалистически. То есть, и опять же, это шхина. На самом деле, это вот коллективное тело шхины. То есть, идиш – это инструмент для собрания коллективного тела шхины, которое есть тело Мессии. Вот так. По-моему, это очень радикально. И для того, чтобы, значит, да, вот инструмент, который, вот пишет это знаменитый хасидский рэбби, которого знали по всей, в общем, в украинских местечках он был очень знаменитым, и в Беларуси к нему тоже ездили. То есть он был один из самых знаменитых цариков в свое время. То есть вот так вот, идиш это мессианский язык, через который вообще все народы будут прославлять ясным языком, то есть получается на идиш Всевышний. Дальше он пишет что Баал Шем Тов и его ученики раскрывали величайшие тайны Торы. На каком языке? Значит, на идише. И поэтому они раскрыли новую Тору, то есть новое деяние Торы, мессианскую Тору, хасидскую Тору на идише, и этим сделали вот идиш очень крутым языком. То есть в некотором смысле даже круче, чем древнееврейский. Потому что древнееврейский это примордиальный язык, а идиш это язык мессианский. Это язык соединения шхины, это язык Мессии. Я опять повторяю вот эту фразу. И это язык, через который все народы обретут ясный язык служения Всевышнему. Ну и так далее. То есть вот он там пару страниц вот так вот ведет пропаганду, просто пропаганду мистического идишизма. Этот текст впервые, да, вот написано дальше, что чтобы поднять шхину из праха, восстановить ее во всем величии. Это делает, опять же, идиш, на котором говорили великие цадики. Я этот текст впервые увидел на двери синагоги в квартале Стэнфорд-Хилл в Лондоне, где я одно время жил. Там и так говорят на идише, но повесили ее какие-то местные пуристы хасиды, которые там еще приписали, что ребята не надо английские слова, значит, вставлять. В идиш надо говорить, как наши бабушки и дедушки говорили, на нормальном еврейском языке. И вот читайте, что пишет веленники Рэбби, они это перенабрали. Смотрите, это язык, который вообще там создает тело Машиаха, ни больше, ни меньше. Это язык, который поднимает шхину, так что вот, говорится на нормальном идише. И несколько раз я подобную листовку с этим текстом видел, потом я ее в Виленсбурге видел, где тоже все говорят на идише, но в общем идея была такая, что надо говорить на хорошем идише, как наши бабушки и дедушки. То есть текст этот известный, вот он до сих пор циркулирует, и он считается таким вот боевой такой, мессианско-хасидский идишизм, ни больше, ни меньше. Теперь, значит, мы обращаемся, собственно, к светскому идишизму, который возник в XIX веке. Отцом,
условным отцом современного идишизма является кто? Кто знает? Гербал. Не совсем. Я немножко раньше. Не совсем, значит, является Шейморф Липшиц, который на него повлиял. Шейморф Липшиц жил в Бердичеве, был человеком потрясающим. Вообще потрясающей личностью. Какое время? А? Какое время жили? Родился 1828. в 1828, умер в 1878. Человеком он был просто потрясающим, значит, социалистом в Бердичеве создал коммуну для привлечения местных еврейских проституток к общественно полезному труду и учил их вместо дальнейшей профессии работать на швейной фабрике. Чернышевский. Сон Веры Павловны. Да. Мамочки. Значит, нет, серьезно, то есть вот такой. В какой-то момент, нет, что, значит, что в какой-то момент он увлекался химией и физикой, популяризировал науки, учил местных бердичевских социалистов химии. Один раз так и хорошо учил, что лишился многозрения. Ну, можете себе представить, чему он народовольцев учил, какой химии, то есть, в общем, примерно понятно. Философский камень не нашли. Философский камень не нашли, но бомбы, Коктейль наверное, Молотова. как бомбы делали туда, то есть вот такой вот. Потом, значит, его жена Лившица, а он был таким вот, значит, сторонником освобождения женщин, позволил своей жене извести все, значит, сбережения на то, чтобы купить мельницу. Проект был абсолютно провальным. У них не было потом денег, они не знали, что делать. Но, к счастью, ему удалось привлечь женщин своих, эту швейную артель, которую он сам на равных правах нанялся шить. И удалось, в общем, жизнь удалась. Потом они поехали... Ну, в общем, вот был такой человек. Круто. Он знаменит тем, что Лившиц знаменит тем, что создал первый русский идиш русский словарь, предложил уникальную орфографию идиша, которая не прижилась, позволяющая выражать специальными огласовками разные диалекты. То есть там были огласовки, которые показывают, что в украинском идише это слово читается так, а в литовском вот так. То есть, как бы специальная орфография, встроенная для учета разных диалектов, которая не прижилась, такая штука. Так вот, в 1862 году он написал поэму, которая была опубликована в знаменитой одесской газете «Колми Васар» на идише. Называлась она, я читаю с украинским произношением, бердичевским, идишем «Идис». То есть идол in идис. Идол, значит, идол это некий обобщенный еврей по имени идол, и идис, то есть егудис, да, юдив. Опять же, с украинским произношением он объясняет, что имеется в виду, кто такая эта самая идис, это идиш. Это идиш. То есть поэма об отношении еврея с языком идиш. Язык идиш представляется женой. Женой еврея, значит, который ее отвергает, потому что ведь у меня есть другая древняя жена, которая, вот древнееврейский язык, она такая блистательная, она такая великая. А, значит, самый юдив, идис, ему говорят, слушай, да, говорят, я, может, так сказать, простая, но ты знаешь, как бы жить себе со мной. Жить себе со мной, ты можешь встречаться и с той вот своей иннер-вайб, как он говорит, иннер-вайб. Это, вообще говоря, из Гёте. То есть с вечной божественностью, с вечной вот этой вот женственностью древнееврейского языка ты можешь встречаться. Когда ты там молишься, когда ты в синагоге пребываешь, на этом языке ты там что-то читаешь. Нормально. Ты можешь встречаться и с другими, то есть с другими языками. Можешь с ними пребывать в близком общении, но если ты слишком далеко к ним идешь, они тебя закрутят голову, закружат тебе голову, поэтому жить тебе со мной, вот с юдив, с идишем. То есть
то есть, как бы, нормальная твоя жена постоянно, это я. А та Имервайф, как бы, ну да, она там такая вот, как бы, иногда ты ее можешь увидеть, по подруге там твои, там, русский язык, польский язык, ну, нормально тоже, но не слишком ими увлекайся. Удивительная, на самом деле, поэма. А удивительна она и тем, что при том, что написано с юмором, воспроизводит старинные порншпиля по стилю. Это такая поэма, диалог, театрализованный диалог, вот как бы спор между евреем и женой, с которой они ругаются и вот беседуют. Тем не менее, он, во-первых, приводит софиологию Гёте, вот эту вот вечную божественность, да, Имервайф. Именно такого термина я не нашел у Гёте, но понятно, что идет это то ли откуда-то вообще из немецких софиологов. Вечная женственность. И очевидно становится, что, в общем, он, будучи бердическим евреем с традиционным образованием, который прекрасно разбирался в хасидизме, он, конечно, транслирует и хасидское отношение к идишу. Как? К языкам вообще, к языкам, как к проявлению шких. Я вам прочитаю, я полностью перевел эту поэму, она будет опубликована скоро, я надеюсь, Бердыжана Штера в газете, но я прочитаю отрывки. Я все-таки думал, как перевести вот эту идис, егудис, не похоже на идиш, я написал ида, идол ида, чтобы было как-то так вот по-русски более естественно. Вот так, идол. Ты быть могла бы ничего, но плохо мне от одного. Я в боли тягостной тону и вспоминаю вечную жену, как бриллиант была она по всей земле, хвалой полна, сияла златом в каждом слове и самой благородной крови. А ты, сомнительного рода, пришла из всяческого сброда. Само ее имя, как видишь, священный язык, а не идиш. То есть, говорят, а ты вообще откуда взялась? Ты из какого... Ихос не годится. Какой у тебя ихос вообще? Откуда? Какие у тебя были предки? А значит, Ида ему говорит, клянусь, ее я знаю как тебя, ценю безмерно и любя, что ей сулю, себе молю. Ты презирать ее не смей, наоборот, будь ласков с ней. Но помни, правда не тая, жена извечная не я. Ее ты можешь навестить, со мной же днем и ночью жить. Она прекрасна, это да. Но без меня ты никуда. Тебе родила, она чудо от Бога, но с ней ты прошел уж дорогу, возвратишь назад, будешь сам не рад. Можешь ты с другими встречаться, говорить, даже близко общаться, но, хотя они хороши собой, не теряй себя, коль идешь к другой, они тебе головушку закружат, но лишь покажется, что дружат. Если в люди ты хочешь, как вижу, то ко мне оставайся поближе, приукрась, наряди, а потом гляди, как наступит вскоре час, стану я красой из крас, буду петь я нам вдвоем самым лучшим соловьем. Эту поэму он пишет к своим статьям, в которых он предсказывает и говорит, что видишь, скоро станет на уровне самых лучших европейских языков, где появится поэзия такого же уровня, как на немецком, русском и французском. И вообще, вот видишь, в общем, выйдет, станет соловьем, что собственно, и получилось, он правильно подсказал. То есть, в общем, текст, во-первых, он исходит явно из вот этого каббалистического представления о том, что языки это, если это язык святой, то это какие-то аспекты шхины, тут их два получается, если перевести в гностическую терминологию, вот есть горняя София, это древнееврейский, Имервайф, а есть София земная, это идиш, это вот юдив. Ну, есть какие-то там, в общем, другие, которые могут стать, на самом деле, лилит и тебя увести. И это чужие языки. То есть, как бы с ними надо осторожно. То есть, получается, как бы, что еврей, такая вот, как бы, у него ирония была, что еврей – это метафизический полигамист. И тут никуда не деться, потому что вот есть вечная жена, которая это самая вечная божественность, вечная женственность, и есть простая, вот непонятно какого рода, жена по имени Идиш, ну и там подруги всякие. Потому что все-таки приходится с другими языками тоже контактировать.
какой нации, не знаю, сказать смело. Что? Какой нации сказать не знаю смело, на всех языках говорит, вернее всего, что жив, как у Лермонтова было. Нет, он, интересно, что пишет, у него такой вот ломаный размер, он воспроизводит одновременно воспроизводит Пурим шпили, то есть вот такие вот театральные, язык народных театральных представлений, может быть даже немецкий народный театр, который, ну вот примерно в таком размере, тоже ломаный такой вот размер, он специально это делает, то есть вносит фольклорный элемент еще в это. То, что в России было раешники. Да. То есть, ну вот такая, в общем, такой текст. Теперь, повлиял ли этот текст на других идишистов следующих поколений? Да, повлиял. Значит, читаем стихотворение Аврома Лесина. Аврома Лесина, Авром Валт его звали, псевдоним Лесин, очень интересный поэт, левый, такой революционный социалист, то есть человек далекий от религии, но когда он восхваляет идиш, он, конечно, обращается к святости. У него есть стихотворение, поэма, которая так называется «Идиш», посвященная его матери, Рея по имени Реля. Она достаточно длинная, я зачитаю небольшие отрывки. In schlaflose Nacht flag sie kommen zu mir in der Lieder genot. Von wannen sie hat sie genommen, dass es schon verblieben so. Sie fleckt in vertogenen Stille, mit Zither, mit zarten Allerein. Auf Lister von etwas hat viele, a Schimmer von etwas erschein. Und aufleuchten pflegen mir Augen mit weichen, verträuchen, lichter Hand auf mein Kopf legt sie legen, in Kielen, dem Flamm vom Gesicht, fleckt weiter so wären ein Zimmer und gring von der Wanderbarrier. Wenn Weißflecken geben, wenn Weißflecken geben Schimmer, so fliegen von hinten bei ihr. Und viel mit Melodischkeit guter, fleckt herzig sich Herren ihr Kohl. Also wie der Kohl von meiner Mutter, Бамтайчхо Мешаба Самол. Значит, идиш у него это ангелица, которая является к нему с детства в образе его матери. Нежной матери с крыльями. То есть идиш это ангелица. Идиш ангелица. Дальше эту тему он продолжает. С нежным голосом, с красивым голосом. Дальше он очень интересно говорит, что идиш, значит, вот эта вот ангелица идиш выступает, рассказывает о себе. Я не буду это целиком читать, но, в общем, я концовку прочитаю. Und trockt ich in sich nicht die Blitzen, was blenden, dem flammigen Sonnenwort, was Wunder beweist. Doch hofft dem Schimmer von Sternen Legenden, die Liebe, Ливона, Beleuchtung von Geist. То есть ангелица идиш говорит ему, не думай, что я не несу солярный свет, я несу лунный свет, я лунное существо. Это абсолютно каббалистическая тема, то есть говорят, что шхина, не забывай, я шхина, я метафизическая луна, я не солярное существо, я лунное существо. Мой свет отраженный. Да, шхина ассоциируется в каббале с луной. Говорится, что во времена Мессии она станет ярче солнца, но в данный момент шхина это луна, окруженный свет. Von Worms, von Meizen, von Speyer, durch Brocken, Lublin, bis Odess, hat all sich gezeugen ein Feuer, hat all sich gezeugen ein Nest, hat ständig der Blutfeind geläuert, viel äugig dem Deut, und dort habe ich wisst und vertreuer die Älteren deine Begleit. То есть он рассказывает историю, она рассказывает о своей истории. Я пришла из Вормса, я пришла из Майнца, я пришла из Шпайера, из Праги, из Люблина, дошла до Одессы, вот это вот ангелица. То есть я так понимаю, что в общем он продолжает тему собирание.
тему собирания, значит, тему собирания, вот собирание, как бы, это собирательная шхина, которая ходит с крыльями по всему миру уже много веков, вот такая ангелица идиш, лунное существо. Вот удивительно, на самом деле, что пишет этот человек совершенно светский, но тут вот он полным ходом это самая каббалистическая тема. Следующий пример еще интереснее, еще радикальнее. Лейб Файндер тоже был совершенно светский человек, коммунист, который после Второй мировой войны, когда уже было, ну, в общем, боялись люди, которые продолжали творить на идише, что столько погибло носителей этого языка, как бы непонятно, что будет, он решил поступить, написать такую вот радикальную серию стихов, посвященных идишу, на много страниц стихов, посвященных идишу, они такие пропагандистские идишизм. Вот, значит, в самой книге, книга начинается с такой картинки, смотрите, идиш это глобальный язык по всему миру, он строит своими стихами целый канон, там многие стихи посвящены поэтам и писателям, начиная с Ильёва Бохера, или Левита, который написал Бога Бух в начале XVI века, потом, значит, Якова Ашкеназа, автор Цена Рена, потом всем современным писателям, сам себя он там вставляет на 36-м месте, немножко так, скромно. Кто у него первые? Первый, я говорю, что Ильёва Бохер. Ильёва Бохер, автор Бога Бух, а второй Цена Рена. Автор Цена Рена, а потом уже современный. Нет, я думала, из современных. Я не помню, но до Мендела там он перечисляет всех маскилем, которые писали на идиш. Балшемтов у него, там еще Хасиды, там у него все присутствуют. Да, конечно, сейчас мы процессируем. Так значит, но себя вот он ставит на 36-е место, то есть ладно, Любовник, да. скромненько. Мизмар Ширли мамы идиш. O Mama Idosch in Sakona, no Gräuel von Seres, Tag und Tat, bist du gewähner Schutz und Unlen an Kegen Mörderei von Kat. То есть, мама Идиш, ты была, значит, в опасности во время Гзейрас Тах und Tat, это имеется в виду погрома Хмельницкого, но ты была нам защитой и спасала от смерти и палача. Каким образом Идиш спасал? Возникает вопрос. Можно было по-немецки говорить и принимали за немцев? Нет. Я думаю, что он прекрасно знал другую каббалистическую тему, которую Реб Аарон Рот, основатель движения Толдос Аарон, это те ребята, которые в Иерусалиме в квартале Меашорим носят такие полосатые золотые кафтаны. Но одна из самых видных групп, которые так одеваются, и постоянно носят штраймл, не только по субботам. Так вот, Аарон Рот в своей книге говорит другую интересную вещь, что поскольку идиш это немецкий наоборот, это немецкий перевернутый в святой язык, то идиш обладает силой вытаскивать зло Из немецкого. и из немецкого, и если бы не идиш, то тогда нацисты бы вообще всех евреев перебили. Но благодаря тому, что идиш как бы оттянул часть силы немецкого зла, как бы перевернул часть зла, которая была в немецком, и превратил ее в святость, то поэтому многие носители идиша спаслись. То есть идиш, он обладает еще такой вот как бы силой оберега. То есть идиш как это мама и оберег. Эта тема есть в хасидизме, то есть вот как минимум в одной книге я это видел, я думаю, что он знал про это, этот автор, потому что он явно копался. Он там перечисляет всех хасидских цадиков, значит, Вилнер Гоэн у него там в душу Слейвия, Ребби Левиц, как из Бердичева, который, как мы знаем, молился сам своими словами на идише, наверняка повлиял на того же Лившица, потому что в Бердичеве он был очень знатной фигурой, знаменитый. И дальше он перечисляет, значит, Венсом Текве Шварце Канис. Канис это
эти вороны. Gedroht mit Umkum und mit Schmat, geschäbt in dir, der Болтанья, sein heißen Gläuben in Chabad. То есть, вот он говорит, даже в тяжелые времена для евреев, Алтер Ребе, который написал книгу Таня, он силу своего хасидизма как Хаббат брал из идиша. Это, собственно, парафраза того, что парафразировано то, что мы прочитали у Алтер Ребе. То есть, вот этот самый Файнберг, он копался достаточно серьезно, явно в хасидизме, и эти темы в такой вот форме пропагандистских стихов переизложил. Von Meschbesch Urqual von Hasidisch, von Bratslav, Prosdar zum Einzov, из Мизмар Ширле, Мама Идеш, und heute Ладайшем Киторев. То есть из Мешбежа это первоисточник хасидизма, из Братслава это коридор Вайнцов. Да здравствует, коридор. да, да здравствует, нет, это коридор в божественную бесконечность. Цумэнсов, да. И, значит, пою я псалом «Маме идешь» и славься Всевышний, потому что... Это хорошо. Это хорошо. Он, да, значит, дальше. Вот тут он прямо обращается к Лившицу. Он хочет фарбенк нох юста гвирта, функнанс Йихоздекенштам, Вусваксен, Боксерен und Wirten und Blit aus Hummersdicke Land, ist verliebt in Proster Schiffhe, mit Backen, Äpfel, Zehn, Schnee, mit Augen, Zitterdicker Bliefheim, mit Lippen, Reusiker Geschrei. Почему Шипхе? Шифхе. Шифхе это имеется в виду наложница, освобожденная нееврейская рабыня, которую можно обратить в иудаизм. Рабыня, значит, это опять же отсылка к четырем женам Якова, праотца Якова, у которого было две жены, плюс две наложницы, которые были рабынями. То есть Зилпа и Билга. Вот, он говорит, хотя, значит, ты еще мечтаешь о вот этой госпоже, которая происходит из земли ханаанской, из великого, значит, Ихуса, там из благородного рода, там, где растут рожковые деревья и мирт, и где все блистает, это земля пятикнижия, но... Значит, любишь ты простую рабыню. Любишь ты простую рабыню, значит, у которой щечки как яблочки, а зубки как снег, глазки как, значит, плясают, губы розовые, сверкают, ну, значит, кричаще розовые. Вот так. Это, конечно, прямая отсылка к Лившицу, если не было какого-то другого стихотворения, которое, в свою очередь, отсылает к Лившицу, это, конечно, ответ вот на ту поэму Лившица, которую мы прочитали. То есть древнееврейский это госпожа, которая как бы была такая вот с великого происхождения, но как бы любишь, что ты не ее. Любишь, что вот эту самую наложницу, рабыню, непонятного происхождения, но она зато красивая. То есть это ответ, на самом деле, Лившицу, потому что Лившиц сомневался в этом, он говорил, что надо приукрасить, себя надо приукрасить. А Лейсен уже в 20 веке пишет, как бы это уже свершилось. Мы любим Бейтиш, это красавица, которую, конечно, мы все любим. Красавица, она, конечно, по происхождению рабыня, но вот она красавица, госпожа, так себе. Далеко. Далеко, и что там? Завершается его поэма, это, значит, написано, завершается его цикл стихов, стихотворение написано на 48-49 году, то есть мы понимаем, в общем, какое у него было настроение. С одной стороны закончилась война, с другой стороны государство Израиль языком объявлен ивритами, и что он пишет? Он пишет, значит, что в 7-м тысячелетии, когда восстанут мертвые из гробов,
Будут они говорить на идише. Радикально. Und davnen wird von Jiddisch Siddur. И будут молиться на идиш. На сидоре, значит, и будут молиться по сидору на идише. И говорить будут, и молитвы будут читать все на идише. Почему? Потому что, ну, в общем, он развивает эту тему, потому что мессианский язык – это идиш. Язык воскрешения из мертвых – это идиш. Он за это зунен, гутен, вайлен, значит, ну и так далее. Идиш сидор, вот он еще раз говорит. Будет, значит, особый мессианский идиш сидор, когда мертвые воскреснут. И весь мир будет говорить на идише. Вот так. Так он завершает свой этот самый цикл стихов. То есть, казалось бы, если не знать вот эту хасидскую тему, звучит это радикально и странно, да, что это такое, откуда это взялось. А теперь мы почитаем сочинение последнего Любавичского рэба, который жил уже, в общем, после. Ну вот совсем. После, то есть совсем не так давно. Наши дни. Да, совсем не так давно. Пишет Любавичский рэбе последний, размышляет, значит, о сущности языков, там целая тема, о том, что Баал Шем Тов говорил слова Торы, то есть свою Тору. Баал Шем Тов, он говорил прямо Шхина, говорил из его уст, то есть это были прямые слова Всевышнего, слова Шхина, и говорил он их на идише, а не на древнееврейском. И поэтому, когда мы видим аббревиатуру Бейс Ламет Алеф, по мнению Любавичского рэбе, надо ее читать не Лошен Ашкеназ, как раньше читали, а Лошен Идиш. Почему? Потому что Лошен Ашкеназ, который был когда-то жаргоном, жаргон это не очень хорошее выражение, был трансформирован окончательно в еврейский язык идиш. То есть как бы вопрос о статусе идиша закрыт. Это еврейский язык. И поэтому цадики произносили свои слова Торы на языке идиш, потому что это мергешмакер, как он говорит, это Смачно. более смачно, чем на древнееврейском. И таким образом идиш обладает особой силой, похожей на, значит, силы Тшува и Лоа, Шизадой назнался Лойкаскуэс, Адскуэс, Мануш. То есть существует два уровня Тшува, два уровня покаяния, да? Один уровень это когда человеку грехи прощаются, а более высокий уровень, когда он настолько поворачивает, значит, свои предыдущие действия в святость, что и грехи ему зачисляются в добродетели. Так вот, идиш – это язык переворачивания, космического переворачивания зла в добро. То есть он повторяет вот эту тему Рэби из Велетника, то, что мы прочитали. То есть идиш – это язык космической трансформации, больше не меньше. Другое читаем письмо, написано уже на идише Любавичского рэбе. Он трактует двойное имя Арье Лейб. А это респонсы, да, это письма? Это, значит, это на каком-то форбрендинге, я так понимаю, я точно не смотрел. И запись была просто. Да, была запись, он толкует имя Арье Лейб. Вот что существует двойное еврейское имя Арье Лейб. Арье, лев, это лев на древнееврейском, а Лейб это то же самое, что происходит, слово, которое происходит из одного из 70 языков, но трансформированное через идиш. И связанный вот идиш связан с трансформацией земли в святую землю. И, значит, Лошен Ашкеназ, из которого происходит слово лейб, он пришел в язык промежуточный. Это фактически он обращается опять к той же традиции, которую мы читали в Веленике рэбе, в Алилей Мимуцезе, Белошен идиш, лейб, слово лейб происходит из немецкого, но трансформировано в идиш, как промежуточную ступень.
соединяется с ария, значит, с древнееврейским, и поэтому это двойное имя символизирует два уровня лица лика льва в пророчестве Езекииля. То есть идиш это Орел. это не орел, это лев. Орел, телец, лев, да? Да, то есть это идиш нас поворачивает как вот этому тетраморфу. Ни больше, ни меньше. Дальше он рассуждает и опять же повторяет, что идиш это что такое? Капшуты хаинен, дурхред металл умыс белошен амвом, кенар байзе уфтан, бешлемендам, мелвадехолы, йорам ишес, йодовый зрадлы. То есть идиш олицетворяет превращение всех языков в мессианское состояние, когда человек не поднимет и руку, и ногу без воли Всевышнего. То есть все как бы погрузится во Всевышнего. И идиш в этом играет роль. Инструмент. То есть это мессианский инструмент. В общем, вот мы видим, что Любавический Рэбе эту тему прямо говорит, что идиш это мессианский язык. То есть как бы лошен койдыш, древнееврейский примордиальный язык прошлого, а идиш это язык мессианского будущего. Я это слышал от знакомого машихиста Хабадника, который считает, что Любавический Рэбе Машиах, как мы знаем, многие хабадники так считают. Мы как-то говорили о нем, значит, на тему идиша, что он думает о будущем идиша. Он говорит, ну что будет? Ну понятно, что будет. Что будет воскресенье из мертвых. На каком языке говорит Машиах, мы знаем. Но будут говорить, конечно, на идише. Ну, в общем, короче говоря, тема эта в связи с идишем, она в современном Хабаде гуляет. То есть, в общем, в сумме, если мы все это сложим, вот это вот все, несколько разные темы, то получается, что, в общем, с 13 века, когда уже ашкеназские евреи по каким-то причинам стали считать свое германское наречие родным языком, лишенным наш язык, и когда происходили, в общем, какие-то процессы интеграции евреев в европейскую культуру, которые шли и в какой-то мере в сторону обращения европейцев к иудаизму, то есть, были такие случаи, и, наверное, возникли какие-то теории на эту тему, что вот видите, мы говорим на этом языке, вдруг появляется деревня прозелитов, которые, правда, вырезали крестоносцы, но вот они самоотверженно обратились в нашу веру, говорили на этом языке, так, наверное, в этом языке какая-то сила есть, которая вот притягивает весь мир к нашей традиции. То есть эта тема повторяется потом веками, появляется в хасидизме, то есть вот мне кажется, что что-то в этом было, какая-то связь историческая есть, потому что Алтер Ребе прямым текстом говорит, что идиш это не что иное, как метафизический гиюр всего мира. Вот с таким максималистским мессианским тоном. То есть на самом деле и, конечно, женственность. То есть женственность в самих хасидских сочинениях, она имплицитная, но человек, который разбирается в Кабале и читает, что речь идет о языке, о буквах, должен, в принципе, знать. Человек, который учил лурианскую Кабалу, знает, что речь идет о шхине. Речь идет о женственной стороне божественной. То есть, когда мы говорим о буквах, правда, в хасидизме немножко сложнее, противопоставляется голос и речь, колба дибур, и считается, что голос – это мужское начало, а речь, то есть артикуляция – это женское начало. Почему? Потому что артикуляция – это сосуд, принимающий голос, как бы голос сам по себе бесформенный. И вот это мужское начало, оформленное артикуляцией букв, порождает, это как бы процесс рождения, процесс некого соития мужского и женского начала, которое происходит в молитве. Есть книги, где прямо так это и говорится, что тоже напоминает, кстати, Упанишады. В Упанишадах есть такая тема, что мантра – это
мистическое соитие двух начал. То есть вот это есть тоже в Кабале, что молитва это соединение мужского и женского начала, где голос, как мужское начало, трансформируется через артикуляцию, объединяется женским началом, принимающим, то есть артикулирующим. И тем не менее, в общем, в итоге это проявление шхины. То есть тема это для тех, кто разбирается в Кабале. Читал ли Сосюр Кабалу? Ну, Сосюр. Кабалу читал? Это мог. То есть Дорида, например, в общем, цитирует, что-то читал. То есть... Нет, ну Дорида это совсем другое. Дорида... Я имею в виду структуралистов, которые разделяли речь и язык, да? Ну, мог что-то читать. Значаемые, значающие. То есть, в общем, в сумме мы получаем интересную вещь. Многие считают, что идишизм это такая вот светская традиция, да, светская вообще штука, не имеющая отношения к религиозной традиции. Ну, вот была знаменитая Черновецкая конференция в 1908 году. Участники там были люди светские. Это было типичным, в общем, для Восточной Европы проявлением национального движения, объявление своего языка национальным. Похожие процессы происходили и в соседних языках, то есть, в общем, и румынский, и польский, то есть пораньше, конечно. Но, в общем, все это происходило более или менее параллельно, обычный такой светский процесс, но если проследить историю, хасидский идишизм возник гораздо раньше, на основе каббалистического, с вот этой вот зашкаливающей, в общем, мессианской мистикой, там, телом Мессии, преображением всей Вселенной, глобальным гиюром всего мироздания, то есть вот это вот, оно возникло за пару сотен лет до светского идишизма. С некоторым интересным участием событианцев где-то среди. Ну вот, собственно, что я хотел вам рассказать. Вопросы? А гематрия, она тоже как-то работает, сочетается с идишем или только с Работает, да, есть примеры, в принципе, это не очень, как-то почему-то не очень популярно, но примеры я встречал именно только у хасидов. И, в принципе, хасиды, да, приводят. Я по приколу могу привести пример, да, вот я сказал, что Сафа такая же гематрия Кашкина, а шпрах, на идише шпрах, я сегодня в электричке это придумал. Когда ехал шпрах, на идише язык шпрах, да, гематрия такая же, как Софа де Зогар. Язык книги Зогар. То есть шпрах это второй язык. Видишь, орфография нестабильная, значит и гематрия нестабильная, Можно, да, но гематрия, как бы, она и в древнееврейском нестабильна. Там вов во многих случаях можно убрать, можно так написать. То есть гематрия, вообще говоря, многие не понимают, что это такое. Гематрия это своего рода, как, кстати сказать, писали каббалисты из Бродского, Бродер Клойс, был такой кружок каббалистов, до хасидских еще каббалистов 18 века. У меня есть дома сборник их сочинений, там редкие достаточно тексты, которые считались тайными, то есть это была традиция, которая какое-то время передавалась тайно. Объясняется, что гематрия это не совсем то, как люди себя представляют, то есть обычно думают, что вот механически сравниваем числовое значение и как бы получаем какую-то информацию. Так это не работает. На самом деле так это не работает, и таким методом можно подогнать что угодно к чему угодно. Гематрия это своего рода форма поэзии, можно даже так сказать. Человек, который этим занимается, должен уже иметь какую-то мысль в голове и ее актуализировать, то есть раскрыть в себе вдохновение, чтобы эта мысль открыть какой-то канал, и эту мысль путем вот этой математики в себе актуализировать и продвигать. То есть это скорее медитативный метод и эстетический метод. То есть то, что, например, вот язык и шхина, да, одинаковое числовое значение, это красиво. Это создает определенную картину. То есть это не просто механическое уравнение, которое просто так не работает.
это вещь, которую потом можно концептуализировать. А если не работает, там мы посчитали какую-то гематрию, ну не работает, не работает. Значит, канал не открылся. Медитация не сработала. Это своего рода медитативная практика, то есть из той же серии, как если мы опять же обратимся к индуизму мантры, но на основе вычисления, на основе математики. То есть, грубо говоря, может быть, чтобы задействовать левое и правое полушарие головного мозга, как бы и математику, и эстетику. То есть гематрия это, в общем, медитативная штука. Ну, короче говоря, вот, пожалуйста, можно подогнать, конечно, и посчитать на идише гематрии, ну, да. Есть примеры, есть, например, не совсем гематрия, но, как рассказывают хасидские цадики, там, где в сидурах написано Гимал Пей, что означает аббревиатура 3 раза, прочитать какую-то вещь трижды, да, Гимал помним. В хасидской традиции это читается, что значит намекается на Гизун Парноса. То есть в тех местах, где нужно что-то трижды прочитать, эта молитва, она особо помогает здоровью и благосостоянию того, кто молится. Вот пример, как идиш используется. То есть можно пробовать. Понятно, да. Как на идише. А есть еще примеры, что в старинном идише ванна и миква есть синоним есть битл. Такое слово значит ванна, баня, битл. А битл на древнееврейском это растворение, как бы в хасидской терминологии это растворение в Боге. Как бы погружение в божественность. И поэтому миква, которая на старинном идише битл, это инструмент для вот этого вот битла. То есть, в общем, есть примеры такие, можно еще привести. То есть, да, в общем, некоторые гематрии считали, но поскольку действительно орфография нестабильная, и старинная орфография на идише отличается от современной, это не совсем очевидно, как бы, с каким материалом работать. То есть, попадаем, как этот Пьер Безухов, который Наполеона высчитывал, все прибавлял, убавлял, ну, да, получить. Можно получить. Да. Но так или иначе, на арамейском, конечно, считают, гематрия традиционно вполне считают, то есть на идише вот такие вот вещи я видел, что какое-то слово кугл, да, как кугл, известное блюдо, которое на польском и украинском языке кигл, что звучит как на древнееврейском кигл, похожее на круг. И есть такое толкование, что оно, значит, это блюдо, оно ассоциируется с каббалистической концепцией игулем. То есть есть ситуация, когда 10 сферот раскрываются по вертикали, а есть ситуация как кругами, то есть как бы радиально сразу всех. Так вот, кугл, он как бы притягивает круг всех сферот. И поэтому не зря его едят с субботним столом, вот он, кигл. Шабус Монатико. Игл, да. Получается, что в 17 веке впервые записали Хангадью, вот в этом же на идише. Это все, это был вот в этом же процессе. Это был процесс сакрализации идиша. То есть, когда идиш уже стал восприниматься не просто как наш язык, но еще и сакральный. То есть начинаем мы пасхальную году на арамейском, и вот а потом идиш. Гимн Алмерцикер год появился примерно в то же время. Значит, год Фанаврон, молитву, которую читают после Авдола, после Авдола появился тоже. Ее приписывают, кстати сказать, Бердичевскому Ребе Левицкому, но первые образцы, варианты этого текста известны, если я не ошибаюсь, тоже 16 века. То есть к 16 веку в каких-то кругах, особенно каббалистических, идея сакрализации идиша уже явно была. И в 17-м прямым текстом появился у хасидов уже в самой радикальной форме. И в связи со Шхиной, всегда в связи со Шхиной и неким преобразованием Вселенной. То есть вот в такой комбинации. Так что
исторические, конечно, этапы, как все это происходило, тут много еще не исследовано. Особенно не исследован, в общем-то, ранний Ашкеназ. То есть про 9 век это вообще темный лес. Мы знаем в основном только из христианских, собственно, документов, что творилось вообще, как создавались еврейские общины в то время в германских землях, еще во времена Карла Великого. Потом у нас есть какие-то письма X века, пиютим X века, это был еще иудаизм не талмудический, потому что первые копии Талмуда завезли вначале в Италию, потом в Германию в XI веке. То есть, собственно говоря, почему Раши до сих пор это классический великий комментарий, потому что вообще-то Талмуд был новой штукой тогда в Европе. И поэтому Раши, он всю жизнь посвятил тому, чтобы написать огромный комментарий к этой вот новой штуке, которую до этого, в общем, знали только отрывками. То есть из тех писем, которые присылали из Вавилонии, из 2 ешив, которые находились на территории современного Ирака. А когда они развалились в 1038 году, и потом там было непонятно, кто будет следующим Гаоном, и вот этот вот институт Гаонов развалился, многие знатоки Талмуда разбежались по Европе, появились в Германии, в Майнце, судя по всему, есть интересное исследование, в X веке именно в Майнце было предостаточно знатоков арамейского. Настолько много, что автор Аруха, вот большого арамейского словаря, итальянский автор XI века, он иногда ссылается, как на великих знатоков арамейского, конечно же, на носителя арамейского в Ираке, да, в Вавилоне, в Персии, в аббасидском халифате, но очень часто на Майнц, на, значит, неких хасидов и мудрецов Майнца. То есть там были носители арамейского покруче те, которые жили в аббасидском халифате. Откуда? Видимо, туда они приехали в X-XI веке в связи с тем, что этот институт Гаонов стал разваливаться, вообще аббасидский халифат шатался. Европа была таким вот перспективным местом для торговли, вообще для заселения, и там появились носители арамейского, которые учили ранних ашкеназов Талмуду и прототалмуду. То есть полного текста там не было до XI века, но арамейский знали хотя бы для того, чтобы читать ответы этих самых гаонов, вавилонских гаонов. В общем, происходили очень интересные процессы, и с одной стороны, в общем, евреи были как бы вне тотальной системы, а с другой стороны, по этой же причине крестьянка, помимо духовных убеждений, могла решиться на поступок, за который могли сжечь. Хотя известны примеры, что женщинами, в общем, обращались не особенно церковь обращала внимание. Есть примеры XII века, когда в церковных документах есть исследования на эту тему. Есть как минимум один пример женщины, которую поймали на том, что она приняла иудаизм в XII веке, немецкую, кстати сказать. И она покаялась в церкви, сказала, она не знала, что это большой грех, ее просто простили. То есть не настолько это было опасно, и решалось взятками. Собственно, на что и жаловались римские папы в XIII веке, что как бы, ну вот работает там это самое, в еврейском доме, и надо их за это отлучать, потому что есть шанс, что, собственно говоря, молодой человек, который этот еврей, который там живет, он в нее влюбится, ну и, соответственно, обратит в свою веру. Такое случалось. Насколько часто, ну, сложно сказать. То есть Норман Голб оценивает, что за вот эти 4 века 15 тысяч европейских прозелитов переселились в арабские страны. Судя по статистике, сколько раз они появляются только в одной каирской генезе. Вот эти вот документы о их появлении. Это его предподсчеты, то есть сколько там осталось и просто прикинулись урожденными еврейками, никто не знает.
Почему именно женщины? Ну, понятно, потому что, во-первых, не нужно учить, собственно говоря, древнееврейский, не нужно обрезание делать, как-то все проще. В общем, ну, грубо говоря, за 2 дня можно выучить какой-то базовый иудаизм. От женщин особенно много тогда не требовалось. И христиане тоже не особенно не приглядывались там. А гонения на ведьм начались гораздо позже. То есть, в общем, если женщины занимались ведовством, которое преследовалось до 13 века, опять же, до 14 века, в общем, гайки в этом плане не были закручены. То есть как-то не смотрели, занимаетесь там хоть колдовством занимаетесь, хоть переходите в иудаизм, это все было. Мужики пошли Иерусалим завоевывать. Да, а Вы бы остались. да, а мужиков за обращение в иудаизм таки карали, действительно. То есть это поэтому шло в одну сторону. Действительно карали, и более того, с другой стороны, встречались такие люди, как архиепископ города Бари, который принял иудаизм, но этого было мало. Он отправился, значит, договариваться с мусульманами, чтобы они пошли походом против христиан, и писал памфлеты, призывая мусульман пойти, значит, на город Бари, там пойти вообще на Рим, и нафиг снести это христианство. То есть были такие персонажи тоже. Был некий диакон Веселин, видимо, славянского происхождения, чех, наверное, который тоже вот так вот, он не просто, значит, не просто перешел в иудаизм, но пытался там создать секту прозелитов. Неизвестно, что его то ли сожгли, то ли он сумел все-таки куда-то сбежать, но вот встречались такие люди, которые и евреям на нервы на самом деле действовали. То есть среди мужиков встречались такие вот типа крестоносцев. Иногда. Есть несколько еще примеров. Евреям самим это не понравилось, что как бы, ну, ребята, одно дело там крестьянки наши мальчики на крестьянок в реке окунают, а другое дело вот такое, что вы тут нас ставите под удар такими сектантскими штуками. То есть, в общем, с мужчинами было гораздо сложнее, требовалось много со всех сторон и не приветствовалось так по умолчанию. Ну вот все в сумме. Есть пошло. В сумме вот получается такая картина. То есть как это все связано? Большой лозунг. Изучай идыш и изменишь мир. Изучай идыш и изменишь мир. Ну вот буквально это мы прочитали. Вообще трансформируешь вселенную, создав мистическое тело Машиаха, то есть коллективную шхину, то есть все это самое, поднимешь шхину из пепла. Хорошим делом мы занимаемся. Поднимешь шхину из пепла, то есть все, так сказать. Но главное, что такого радикализма мы не встречаем и в светском идишизме. То есть хасидский идишизм, он гораздо... Передешировал. Он гораздо старше и гораздо радикальнее. То есть... Спасибо, Юрий.